Пришел Хасан ибн Харбавай к Абу Убайде Касиму ибн Саллям, и он сказал: «Я хочу задать два вопроса». И Абу Убайд сказал: «Какие два вопроса?» Или два вопроса. И сказал он, то есть спросил о смысле аль-айд и аль-айди, который пришел в аятах Дауду заль-айд и улил-айди валь-абсар. Какой смысл этих слов? И Абу Убайд сказал аль-кува. И тогда этот человек начал еще спрашивать о третьем вопросе. Задал третий вопрос. Абу Убайд сказал ему, напомнил ему: «Анта культа мас'алатайни ярхамукаллах». Ты же сказал два вопроса, да помилует тебя Аллах. И он сказал: «Ма ахсибу хадара аль-маджлису ахадан аб'аду минни манзилан». Я не думаю, что кто-то пришел в этот маджлис более отдаленного места, чем я. Абу Убайд сказал ему: «Ас-сидк ва инкан, ас-сидку ва инкан, ярхамукаллах». Придерживайся правдивостью, даже это так. Даже если ты пришел от отдаленного места, да помилует тебя Аллах. فأنت إن قلت مسألتين فعليك أن تلتزم بمسألتين. Если ты сказал два вопроса, то придерживайся двух вопросов. فإن أردت أكثر فاستأذن. Но если ты хочешь задать еще больше, то тогда проси разрешения. لكن أن تقول, однако сказать: أريد أن أسألك سؤالين. Я хочу задать два вопроса. ثم تسأل 7 أو 5 أو 3. لا, أين الصدق? Но сказать: я хочу задать два вопроса, потом спрашиваешь 7 вопросов, 5 или 3, то такого нельзя быть. Айна сидк. Где же правдивость? То есть смотри, как Абу Убайд учил этого человека. Тот сказал: могу ли я задать два вопроса, и задает 3, 4, 5. Даже в таких маленьких вопросах, даже таких, где мы не обращаем внимания, ученые обращали внимание этим вопросам, да, какими бы они большими или маленькими не были, значительными или незначительными не были, они обращали внимание на это. То есть человек должен придерживаться правдивости. Если сказал 2, задавай 2. То есть он обучил этого человека, научил ему, что придерживаться правдивости нужно. Если хочешь задать вопросов еще больше, то тогда проси разрешения. И это как сегодня очень много происходит, и в наше время тоже. Кто-то из братьев пишет, или же звонит, или же говорит: можно задать один вопрос, ты ему говоришь: да, без проблем. Но на одном вопросе не заканчивается. Он спрашивает: можно задать, или я хочу задать один вопрос, и задает, ты даешь ему разрешение, задает один вопрос, и потом таких вопросов еще десятками приходит. Если ты сказал один вопрос, то задавай то, что ты просил, то, что ты хотел, один вопрос. Если хочешь 5, изначально говори так. А если ты задал, можно задать один вопрос, и тебе ответили. Если ты хочешь еще раз задать вопрос, то Абу Убайд нас учит, как задавать. Проси разрешения. Могу ли я задать еще один раз вопрос? Или могу ли я еще задать несколько вопросов? Придерживаясь так правдивостью, даже если мы считаем это незначительными вещами, то если мы будем придерживаться даже в таких случаях, то еще больших вопросов мы будем еще более придерживаться правдивости. И поэтому нужно этикет, нрав вопросов, задавание вопросов ученым, требующим знаний соблюдать. Альхамдулиллахи Раббил Аламин.